Всем добрый вечер, утро, день, полдень и прочее время суток. Почему так? Да потому что вы нас смотрите по телевизору в эфире, а вы в интернете на другом конце света, где тепло и море. Это «Детали не формат». Меня зовут Никита Чернов, и мы продолжаем эпопею знакомства с блогерами на просторах Коми в формате 4К. Правда, такая телероскошь, увы, доступна пока только тем, кто нас смотрит на Ютубе. Итак, пора. Нажимаем «Войти», и вот что нас сегодня ждет. Быть моделькой клево. Какую нужно иметь походку и фотки, чтобы тебя заметили? Бизнес в ТикТоке такое возможно. Простое занятие блогом, и все, ты бизнес-вумен. Хватит орать, давайте ТикТок развивать. Юный мотоциклист бороздит странные форматы. Дайте ей в руку камеру, и дальше она сама. Как поднять хайп на своеобразных каверах? Это и многое другое прямо сейчас, не обновляя страницу. Пока по одному кабелю блогеры подгружаются в нашу передачу, по-другому загрузка уже завершена. И я принял самые интересные новости Коми, которые удивляли читателей в последнее время. Вспоминаем неформатные новости. Готовы к фильму ужасов? Ночью в Коми медведь вломился в жилой дом, хозяин отбился факелом. Спасибо журналистам, что хоть не написали, типа вломился в пещеру и хозяин отбился палкой-копалкой. Иначе бы туристы ломанулись к нам на тур назад в прошлое, познакомимся с гризли. А произошло это, кстати, в Ущугаре под Вуктылом. Ситуация достаточно классическая. Если рядом есть лес, значит есть в нем и фауна. Хозяин дома проснулся от сильного грохота. Это косолапый вовсю блуждал в людских владениях, намереваясь интеллигентно войти в дом через окно. Но наш человек подготовился и держал под рукой сигнальный факел ни много ни мало. Им и отпугнул нарушителя спокойствия. Фотографии с места происшествия я даже показывать не буду. Увидел, 2 дня сам не спал. Вот теперь хожу, ищу в магазинах там сигнальный факел, так, на всякий пожарный. В общем, не повезло жителям лесных районов. Полгода волки, полгода медведи. Это не считая проклятого ковида. Немного о значимых достижениях Коми. В Сыктывкаре справку о составе семьи исключили из перечня документов для получения субсидий на дрова. Поспешу объяснить тем, кто в танке. Теперь для того, чтобы получить денежки на дрова, справка о составе семьи не нужна. Как по мне, баловать так людей нельзя, а то завтра, пойди, все субсидии будут без справки просить. Но шутки шутками, вопрос, а как же оно тогда, субсидии на дрова-то выдавать планируется? Неужто на слово верить будут, что нужны и много? А я думаю так, надо за субсидиями приходить с топором. Сразу будет видно, в лес иду за дровами. Не самая позитивная новость, но внимание она стоит. Жителя Коми обманул мошенник из Калифорнии. Ну, враги не дремлют. Некий гражданин Н из Печоры решил купить медсправку вместо того, чтобы проходить всех врачей. Обошлась ему, кстати, такая покупочка в кругленькую сумму. Как позже выяснили правоохранительные органы, кажется, о своих деньгах потерпевший может забыть насовсем, ведь они уже давно переведены в доллары. Справочку-то продавали из-за бугра. Представляю, если бы афера удалась, справка пришла бы на английском с перечислением неведомых ему диагнозов. Тут не на работу устраиваться, тут бы психушки принудительно избежать, чтобы не жаловаться потом в спортлото, как у Высоцкого. Пришло время расслабиться на положительной ноте. Французский бренд выпустил духи с запахом леса Коми. Думаю, из названия уже все понятно. Ну, запахи в лесу могут быть разные. А вообще, какое право французы имеют налепливать бренд Коми на свой парфюм? Навариваются, так сказать, на нашем эксклюзиве. Сегодня они продают духи с запахом нашего леса, завтра одеколон Мань-Пупунер с ароматом мантийских болванов. Так и до сыктывкарского Парижа доберутся, вуаля, мол, там, наша территория. Просто шершеляфам какой-то возмутительный. Впрочем, до нас эти духи дойдут навряд ли. Да и зачем запах леса ведь? Вот он рядом, безо всякой химии. Вот такие новости, а теперь пора к блогерам. Представьте, гуляете вы такой с селфи-палкой наперевес, и тут к вам подходят и говорят, что вы модельной внешности. Затем вас просят присесть в лимузин, подписать некий контракт и, конечно же, попасть к очень плохому дяденьке-продюсеру. У нас в Коми, к счастью, все не так, но стать моделью у нас очень просто. Спросите, как? Об этом расскажет Екатерина Фаллер.
Расскажи, почему вообще ты захотела заниматься моделькой? Зачем тебе все дети? Зачем тебе модельные дети? Зачем тебе почему? Что тебя заинтересовало? Честно говоря, мне предложили эту должность. Я очень скептически отнеслась изначально. То есть модельно у нас в Сыктывкаре что-то такое новенькое, да, неизвестное. Но решила, почему бы не попробовать, ведь все новое – это очень здорово, когда ты развиваешься, идешь куда-то вперед, и у меня начало получаться. Действительно, я немножко глубже в это погрузилась, и мне просто это очень нравится. Ну, вообще все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому... Возможно, но это не забыто в других городах. В других городах это очень развивается, и поэтому в Сыктывкаре теперь тоже. Как проходит этот кастинг, когда набирают детей в агентство, как все это проходит? На кастинг приглашают. Есть специальный человек, называется скаут. И этот скаут занимается поиском потенциальных моделей. Он ищет их обычно в интернете. Соцсети сейчас очень развиты, поэтому скауты ищут, пишут, приглашают, обзванивают. И дети, да, и не только, кстати, дети, а юноши и девушки приходят к нам на кастинг. И кастинг у нас проводится таким образом. Заполняется анкета, далее измеряются параметры рост, да, объем груди, виртуально талии. Или уже вживую? Нет, вживую. Приходят на кастинг, все. да. Измеряются параметры, и затем делаются 3 фото. Портрет в полный рост и с анкеткой. Кастинг — это только букер смотрит. То есть букер — это тот, кто отбирает модели, занимается. Да, есть тоже специальный человек. Обязательно. И букер уже, когда модель прошла отбор, ей поступает звонок, и приглашается уже либо на сотрудничество, либо на обучение. Это прохождение курсов. Очень важно уметь позировать, дефиле. Да, это у нас? Это проходки, походки и вок. Вок — это танцевальное направление. Для чего оно нужно? Для того, чтобы у нас модели были пластичными, для того, чтобы шоу, допустим, тот же показ, был интереснее. Ну, то есть, если вдруг модель попадет в Китай, да, где на Алиэкспрессе там, и прочих интернет-магазинах 1000 фотографий за минуту делают. Да, но я сейчас говорю именно про показы. С чего начинается этот вок? Как правильно? Вок, да, правильно, вог. Г. Сегодня начнется он, к сожалению, не с улыбки, а с рук. Ага. Да, таким образом, да, мы выворачиваем наши локоточки и опа, наверх. Да, затем ручка правая, левая. Оп, за головку. Оп. Дальше опускаем та, которая ближе, ниже. Оп, раскрыли. Открыли. Обратно. Наверх. И покрутили спиральку. Все, ты готов? А я должен буду сам это повторить? Конечно, да. Мы сейчас тебе подтанцовку поставим, прям девчонок, да, ты будешь такой у нас на переднем плане. Можно сначала начать? Это же быстро должно, да? Да, это должно. Давайте попробуем быстро сначала. Оп, 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 оп. Ай, у меня уже все съехало тоже. Оп. Что? И покрутили. Почти. Оп, и поправили. Получилось? Да. Понятно. Можно не продолжать. Без комментариев. Все, понял. Ставьте мне подтанцовку. Мне нравится, с какой позы начинается, как будто я прихожу, чтобы у меня кровь взяли из вены. Ты готов? Девчонки, нет. Все приготовились? Все, хватит. Спасибо. Они молодцы, кстати, я бы им похлопал. Ты тоже молодец. У нас, если честно, еще на этапе обучения перспективные модели уже начинают участвовать в рекламных съемках и в показах. Правда ли, вот, что в основном дети сюда идут, ну и не только дети, и взрослые ребята идут в модельное чисто ради классных фоточек себе в интернете? Возможно. Многие, да, их изначально, да, на начальном этапе интересует именно это. Фотки там какие-то, может быть, та же реклама, да, где-то помелькать у нас на баннерах. Это же здорово, круто. Но когда они начинают обучаться, они получают очень много. Они каждый раскрываются. Пришел один человек, через 6 месяцев абсолютно другой. То есть они даже внешне меняются. Они учатся за собой следить, они раскрепощаются. Все, у них уже там... Движ Париж. Движ Париж, действительно. Понятно. Теперь по секрету, вот дети сейчас не слышат. Чисто тет-а-тет, разговорчик, микрофоны, не важно. Да. Им платят, если у них какие-то платные показы начинаются?
Вот в Да, рамках конечно. модельного Да, агентства. да. И Сколько они зарабатывают? сколько они зарабатывают? Когда они проходят обучение, именно когда они еще на курсах, у них нет на руках сертификата. Они никому не нужны без него. Ну, на самом деле сложно очень, да, то есть и оплата абсолютно разная, то есть это зависит от модели. Только Это может быть и контракт, и единоразово. это тут может всё быть по-разному, и контракт, вообще как угодно. и единоразово. Но на самом деле эти цены неплохие. По секрету скажу, минимум 30 рублей минута. Минута. 30 рублей минута. Миллионов, да, было бы неплохо. Но есть такие модели, которые столько зарабатывают. А смотрят ли с других городов на наших девочек? Да, обязательно. Этим занимается, опять же, букер. Если организовывается какой-то большой показ, то есть у нас в 2017 году, в 2018 году наши модели участвовали из других городов в показе Mercedes-Benz. Если, например, модель переезд бургеров, понравится ли она букеру? Другими словами, нужно ли держать себя в форме? Обязательно, обязательно king size необходимо. какие-то модели XXL? Они есть, они существуют, но в Сыктывкаре у нас пока этого нет. Мы пока не готовы немножечко. Окей, теперь главный вопрос. Это очень плохо, да, я знаю. Можно ли что-то из меня сделать? Попробуем? Попробуем. Я приглашаю тебя почувствовать себя в роли модели именно на съемке. Попробуем посмотреть, что вообще получится. Давай на стуле. Давай, взаимодействуй. То есть мы смотрим, вот у нас пришла модель на съемку. Посмотрим и разберем ошибки. Ошибка, смотри на твою руку. Посмотри, да, то есть... Здесь рука, у тебя, получается, пальцев нет. Давай я тебе расскажу несколько нюансов, и ты попробуешь еще раз. Про части тела уже сказали, все должны быть видны. Локти и колени смотрят от фотографа. Очень много, на самом деле, нюансов, так как диагональ плеча, да, наклон головы. Вместе с глазами поворачиваешь голову. Очень-очень симпатично смотрится фотография, когда на ней много треугольников. Что это значит? То есть мы можем сделать треугольник локтем, треугольник ножкой, здесь треугольник, да, уже 3 треугольника. И прям это будет Посмотрите, я ром! очень прям Я ром! Все у меня получилось. основное у тебя получилось. Напоследок, вот всем тем, кто хочет свое модельное агентство, Я в первую очередь желаю вам заниматься тем, чем вы сами хотите, тем, что вам нравится, то, от чего вы кайфуете. у тебя есть кайф? У меня есть кайф, я вся из кайфа. Это шикарно, не каждый день такое слышишь от девушки. Что ж, напоследок у нас есть традиция в нашей передаче. Мы делаем совместные селфи. Не против? Конечно, я только за. Мне нужно будет присесть. Ну не надо так. Надо. Давай. Помните новость про духи с запахом коми леса? Так вот, наша следующая героиня тоже занимается парфюмом. Руки до наших лесов у нее еще не дошли, но предприимчивая девушка готова идти на все ради своего бизнеса. И уже весьма успешного. Ведь развивает она его через свой ТикТок. Встречайте, Мария Брилева. Я посмотрел твой ТикТок. У меня самый главный вопрос. Как вот этот формат называется, когда экран делится напополам? Это называется дуэты, там больше просмотров всего. И называется еще липсинки. Я только Липсинги. недавно сама об этом узнала, но я начала только вести недавно ТикТок, как бы вот. И у меня уже почти 5000 подписчиков. И как бы липсинки это, то есть ты поешь под чью-то музыку, открываешь как бы рот. Почему вот в 25 лет ты выбрала интернет? Вообще и работать онлайн, как ты говорила, и в принципе в интернете, Ну, выкладывать блоги? Это мне как по душе. Я повар-кондитер по специальности, секретарь. Я работала в хлебопекарне сначала, потом мне это не понравилось. Сейчас работала пиццмейкером, мне тоже не понравилось. Как бы я перешла на онлайн. Мне это нравится просто, мне это привлекает. И я учусь, например, таргетированной рекламе. Развиваюсь онлайн. В Инстаграм я уже давно развиваюсь. Там я продавала брендовые духи. И меня покупают довольно часто, почти каждый день духи. Вот если касательно с точки зрения бизнеса, что сейчас актуальнее? То есть у тебя, правильно понимаю, духи на всю Россию? Ну, И не только. Просто если вот брать весь бизнес целиком, где сейчас актуальнее им заниматься? Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб или тот же ТикТок? ТикТок. Ты уже не ребенок давно. Ну да. Исходя из того, что ты ведешь бизнес, на секундочку, правда ли, что все-таки ТикТок это
чисто для школоты или это блеф? Нет, это неправда. Это для развлечения, и там можно и деньги заработать. Вот давай так, для наших зрителей 3 главных пункта, как заработать в ТикТоке. Продажа собственного продукта, потом реклама та же самая. Я как блогер еще неизвестный, я только начинаю все это в разработке у меня. Сколько ты уже ведешь вообще ТикТок? Недавно начала где-то летом Летом того года? этого. Этого только? Да. Ага, и такой выхлоп быстрый. Ну да. Я посмотрел, что там очень много танцулек, веселух. То есть фактически ты продаешь своим лицом. Ну, Если наверное, так да. судить. Мне говорят, что я нравлюсь, что я красивая. Смотри, у тебя что лучше получается? Снимать, вот как ты говоришь, эти липсинги, да, под музыку? Или полностью авторские? У тебя их все-таки мало, я посмотрел. Полностью авторские скетчи придумывать? Ну, придумывать мне трудно, если честно. Вот, как бы, но я стараюсь, что-то я сейчас как бы уже придумала, что я хочу, но я пока еще в разработке. Так что я говорю своим подписчикам, ну, я прямые эфиры каждый день выхожу в ТикТоке и говорю, вот, ждите, подписывайтесь на меня. У тебя в описании Инстаграма написано «Пишу стихи». Да, я Давай. пишу стихи. Душа кричит и рвется наружу. Ты забрал меня в плен, ты мне больше не нужен. Запер, сковывает грудь, ломит тело от боли. Ничего уже не вернуть, остались пустые роли. Как же так? Ты словно управляешь мной, играя моими чувствами. Но я не поведусь твоей игрой, я стану словно искусственной. Ух ты. То есть блогер это все-таки многофункциональный, да? Да. Функциональная личность, которая может и продавать товар, как и самовыражаться, да? Это клево. Теперь в программе «Детали не формат» есть традиция. В конце с гостем я обязательно делаю селфи. Так что давай максимальную улыбочку. Прям все то, что ты хочешь передать нашим зрителям. Готово? Почему бы просто не поорать? Ведь если больше некуда выплеснуть энергию, можно просто со всех сил закричать. И считай, все, угомонил свой пыл. Но думаю, это точно не про нашего следующего блогера. Зачем он орет и кому это нужно? Расскажет Герман Соколовский. В твоем ТикТоке 12 тысяч подписчиков. Долго собирал? На протяжении полугода где-то. Почему вообще у тебя такой странный формат подачи? Зачем в конце каждой шутки ты орешь? Не знаю, типа фишка такая. Пари? Ну попробуй один раз. Да я не хочу. Ну давай. Просто Смотри, я правильно понимаю, что когда ТикТок выкладывается, да, снизу есть подпись, оригинальный ли это звук, Да. у тебя во многих переписка, что это звук как бы с другого аккаунта. Да. Так вот, все ли у тебя окрадено или есть авторские, полностью авторские твои ролики? Нет, у меня есть свои. Я сам снимал. Вот недавно сделали типа Вайна. Собрала 400 тысяч просмотров. 400 тысяч? Да. За вот полгода. Откуда вообще черпаешь идеи? Как у тебя появляется вдохновение? Да не знаю, сижу, что-то придумываю. Стараюсь как-то. То есть ты можешь просто так взять телефон и начать снимать, или как это у тебя происходит? Да. Вот снимаю в день где-то по 5 видео, и все. Достаточно. Как вот сам лично считаешь, может ли съемка простых тиктоков, вот таких роликов, перерасти в нечто большее? Да, конечно, может. Как можно вот свою аудиторию накинуть на другие свои ресурсы? Слушай, можно снимать видео или брать ролик из Ютуба или Инстаграма и просто перенести его в ТикТок. И указать ссылку снизу. Ну, люди, естественно, переходят. Есть ли у тебя какое-нибудь хобби? Да, катаюсь на мотоцикле. На мотоцикле сколько лет уже? 4 года. Какие планы? Будешь ли дальше развиваться в интернете? Да. Хочу снимать пранки, переходить. По традиции в конце каждого сюжета с гостем, детали не формат, мы делаем обязательно себяшечку, селфи. Так что можешь не вставать, я сам повернусь и улыбайся и машем. Она дружит с Бузовой, с Идой Галич, а недавно даже получила главный приз на конкурсе каверов из рук самого Леонида Агутина. И этот человек живет среди нас, а свое хобби она считает делом всей жизни. Кто такие видеографы и насколько они универсальны? Об этом делится с нами Виорика Дмитриева. Привет, что делаешь? Привет! Ты сегодня попал на суперсекретную съемку. Например? Мы сегодня снимаем на конкурс Муз-ТВ Ого. на площадке ТикТок. Вот, у нас сегодня первая модель, Ариадночка. У нас первый видос — это в стиле 90-х. Такой новогодний в стиле 90-х под музыку
Бузова. Это при том, что, скорее всего, у нее родители только 90-е застали. Возможно, да. Почему ты вообще начала снимать видео? Если прям начать с истоков, я начинала снимать на пленку еще в школьные годы. Я снимала одноклассников, это были такие портретики простые. Потом, когда я уже более-менее наловчилась, я начала уже хорошо снимать, мы начали снимать более такую художественную съемку. У нас были крутые вообще съемки, и впоследствии потом я с этими карточками выигрывала в конкурсе тоже. То есть у меня оттуда уже выигрыши в конкурсе начались. Вот, потом пошли съемки, которые на пленку уже не снимешь. То есть максимум 36 кадров, это куда? Это свадьбу снять на 36 Это точно кадров. не видео, там же 25. Конечно, это мало, то есть вот. И я купила себе камеру самую простую, и после нее начались такие заказы. Вот, у меня была свадьба, и там попросили заснять небольшой видеоролик, и, собственно, после нее у меня началась Тебя большая понесло. режиссерская история Верики Дмитриевой. Кстати, авторское право, для тебя это проблема? Конечно, в Инстаграме очень В все Инсте строго. тоже? Вообще, то есть у меня каждое второе видео В бане. блокируют, и то есть приходится делать ремиксы. А есть вот, ну, может, хоть какая-то разница между сложной съемкой, прям где вообще трэшняк происходит, и простой? Ну, конечно, Без запаривания. если какой-то нужно блокбастер, это мозговой штурм. Это надо. То есть для меня это не то, Ну, не в чтобы одиночку сложно. же ты все-таки. Где-то ты просишь совета, помощи. Больше, наверное, я смотрю другие клипы у своих кумиров больше, чем у совета какого-то Давай, 3 спрашиваю. кумира. Надо подумать. Это надо подумать. Это Да. как раз их 3. Это надо и подумать. Отлично. Самый смешной случай на съемках, если коротко. Вообще смешных случаев всегда много, особенно если я снимаю своих друзей. То есть у нас постоянно какой-то ржач происходит. Но прям вот самый смешной мы снимали в этом году на конкурс «Озон». Мы снимали ролик в стиле 90-х опять, моя любимая, на спортивную тему. Мы заняли призовое место, мы выиграли этот конкурс. Получается, в чем был вот смешной случай? Мы снимали, получается, опять же, стиль 90-х, снимали в хрущевках на Октябрьском. И девушку, которую я снимала, она была в купальнике, в лосинах, то есть человек идет в купальнике по улице, это уже привлекает внимание. И дети с окон кричали: «Ты бы еще голая пофоткалась». Мы это все включили в ролик. Нас заметили все известные блогеры, писали: ха-ха, как смешно. Вот это прям самый смешной, прям самый смешной случай. А самый жесткий какой-то вообще прям. Не хочу, чтобы такое повторилось. Ну, я больше скажу, наверное, это стрессовый какой-то случай, но А стресс у тебя часто во время съемок? когда модели подводят, когда аппаратура подводит, забываю флешки, да, это какой-то вот создаю сама себе стресс, так сказать. Сколько у тебя Вот. флешек? Давай честно. Много. 10? Ну, Больше? 10, да. Ловить картинку, вот по чесноку, это дар или надо обязательно потерять время в университете на это? На каком-нибудь там режиссуры, кинематограф? С моей стороны, наверное, это больше какая-то насмотренность и немножко дар, так как я по знаку зодиака рыбы, я какая-то вся творческая, То есть я ты прям рисую. плаваешь в своей работе? Я рисую, я и кондитерством занимаюсь, и мне на заказ берут свои торты, то есть я и кондитер, и все что угодно делаю. То есть для меня это какой-то, наверное, дар, наверное, я думаю, я считаю. Для кого-то сложно видеть, кто-то видит природу, а кто-то ландшафт. То есть я считаю, наверное, дар. Смотри, Бузова, Галич, Агутин недавно еще. Просто вот как вообще все это получилось? Почему ты начала прям выстреливать в федеральных звезд? И почему ни у кого из Сыктывкара не Я получается? сама в шоке, честно. Нашим победителем стала Виолика, которая не просто присутствовала на съемке, но и снялась в самом видео. Все, начинаю плакать. Не плачь. Приятно, маленький. То есть у тебя там, извини за очевидный вопрос, не богатенькие родители, то есть Да, полностью да. самостоятельно выстрелила. Они просто заметили твой контент. Выходит. Да, просто чем мы Или выделялись? менеджера. Мы выделялись чем? Качественным контентом. Я всегда за качественный контент, в том числе, как сейчас, допустим, могут часто все и с телефона заснять, и все что угодно, но я всегда прежде всего за качественный контент. Твоя последняя встреча с Агутиным, это почему случилось? Мы участвовали в конкурсе, то есть вообще
Все спрашивают, каким боком я. То есть там каверни Агутина называется. То есть для певцов, для артистов, но никак не для видеографов. В смысле, откуда ты его выпил? Кавер записать? Конечно, кавер, да. То есть хэштег Он прям так и каверни. назывался? Да. Прям конкурс, хэштег Хороший каверни. менеджер у него, да. Да, хэштег каверни Агутин. Я взялась за продюсирование, если так можно громко сказать, без Сыктывкара. Мне это очень интересно продвигать кого-то из нуля или не из нуля. То есть у нас очень много крутых артистов, которые собой не занимаются. То есть музыкантов. только на уровне Сыктывкара. Мне прям обидно, что ли, за это. С У кем ты нас работала из есть города? 3 абсолютно разные девочки, у них нет какой-то кавер-группы. Я просто провела кастинг, и они Ты их как-то... соединила? Я их соединила, да. Я Это не наш очень... местный Фадеев, понимаете? Да. Это не оскорбление, Фадеев? Да нет, конечно, нет. Главное, не поступай с ними потом, как с Наргиз. Я правильно понимаю, да, что сейчас ты снимаешь для конкурса какого-то от Муз-ТВ? Да. А кто там главные амбассадоры этого То есть, конкурса? получается, это Ольга Бузова, Дава, это Юлиана Караулова, Мия Бойко, то есть самые такие известные и неизвестные тоже. Во-первых, зачем тебе это? Ведь Бузовой ты можешь просто позвонить. Ну, конечно, да. И как и Галич, собственно, тоже. А Гутин не дал номер. Гутин нет, к сожалению. Но с продюсером мы общаемся. Все хорошо. Тебе вообще часто пишут с просьбой, посмотрев твой контент, научи меня снимать, пожалуйста? Конечно, у меня обучение раз в месяц идет. То есть я в основном беру девчонок, потому что какой-то прям бум на обучение для девочек. Вот. Ну, может, ты и даешь как бы вот от Какую-то тебя мотивацию, может быть, и даю, да. Вот, обращаются ко мне, но я беру всегда раз в месяц, потому что это очень энергозатратно. То есть я не могу 4 дня поучить и все, их бросить их. То есть я постоянно их как-то консультирую. То есть это Даже после конца обучения? Конечно. Я даю свою камеру, все оборудование, знакомлю. Подожди, если тебе напишут, типа, займи 1000 на карту памяти, это так не работает. Ну, занимали, ну ничего, ладно, можно. Если вернут. Да. Можно попробовать это подержать? Давай. Я боюсь. Выше надо? Да. Так. Ага. Ну, рука у меня пока еще возможно. Он еще полегче, чем все остальные. А как вот эта система работает? То есть она автоматом то есть ты можешь грамотно держит навести, камеру? да. Еще и так можешь можно. Сверху, можешь перевернуть ее, но это надо будет. А вот смотри, он не сразу поворачивается, когда я Его тоже надо настроить. то есть Да, и вот так конечно, вот это да. работает. Сейчас я с тобой. А фокус немножко пропадает. У тебя не автомат. Почему автомат? Автомат. Да. То есть надо. Но он не немножко- сразу реагирует. Давай вот честно, ты согласна с тем, что все-таки фотики для фото? Или Я начинала такие уже можно видео Я снимать? начинала на зеркальную камеру, то есть это. Сразу? Да, я снимала на Nikon. Большие такие, у меня были хорошие заказы. Ты не ограничиваешь ли личность себя, не уезжая отсюда? Или для тебя здесь еще не паханое поле и отсутствие конкуренции? Нет, я в Сыктывкаре, конечно же, мне для кажется, уже тебя? потолок свой достигнула. Вот, но если мне нужна какая-то крутая съемка, не надо за этим ехать, лететь в Москву. То есть я Ну, сама у тебя весь себе, аппарат есть, я да. сама себе, даже не камера, я имею в виду, вообще, в принципе, весь антураж я могу сама себе создать дома. Тем, кто занимается примерно в твоей сфере деятельности, режиссурой, съемкой, но не могут найти свою изюминку. Пожелаем чего-нибудь. Вообще, как бы видеография, это, конечно, дорогое хобби. Начнем с этого. И если у тебя есть желание какие-то свои мысли творческие передать через камеру, то тогда это твой путь. Я считаю так. Это было очень красиво. Что ж, спасибо тебе большое, Вероника, что Спасибо нашла тебе. время. Все, что ты нашла у нас, потому что я так понимаю, твой график так... Да, все очень плотненько. Отлично. И напоследок у нас есть такая традиция, в конце каждого сюжета мы делаем селфи с нашим гостем. Свет вообще-то там, уважаемый человек. И я... Надо, чтобы туда. Вот посмотри, как картинка меняется. Хорошо, Давай, всё. не буду спорить. Блогеры — это, конечно, интересно и бесконечно. Они ж трудятся 24/7. Но наше эфирное время все же ограничено. О достижениях других блогеров расскажем в следующих выпусках. Ну и, конечно, нельзя забывать о наших замечательных музыкантах. Включай 3 декабря Юрган в 20:00, детали не формат. А если ты только сейчас включил нашу передачу, перемотай. Тогда точно ничего не пропустишь. На видеосвязи был Никита Чернов. Подписывайтесь на социальные сети телеканала Юрган. До скорых встреч. Нажимаем «Выйти». Пока-пока.